Привет! Сегодня 24 июня, 25 год. Я в Этекуэле. Вот тут гостиница «Хостел». Такая. Кондиционер, телевизор, 3 коечки. 2000. Сейчас фойе покажу. Ну, на улице дождь. Моросит. Часа 2 уже. Вот, жду. В 12 должен закончиться, наверное, в 12 поеду потихоньку. Вот сосед мой, Тит, вот, с Якутска. С Марией они тут по работе что-то приехали сейчас. Вон Мария. Сейчас поближе подойдем. Ну что здесь у них? Вот, красиво все. Велосипед один. Это велосипед Урал. Да, это запасной, если у меня сломается. Тут второй еще есть. Короче, куча велосипедов. Ребята едят. Ну так миленько. Хостел, лофт. Души, туалеты, сушилка. Вчера постирался. Все высохло. Вот и Мария. Да, с Якутска по работе тут находится. Ну, а здесь кухонька. Ну, в общем, вот так жить можно. Отдохнул, помылся, постирался. Готов ехать. Вот, вот они, труженики. Труженики Якутии. Все, прощаемся. Да, может быть, я, в Хангаге заночую еще. Посмотрю. Мы там тоже ночуем. Вот. Может, телефончик сбросишь мне в этом? По пути мы встретимся. Ну? Ага. Вышел с хостела, иду в аптечку. Надо в аптеку дойти. Вот по такому вот мостику. Вон, от хостела. Ну, да. Чуть-чуть медикаментов надо докупить. Ну, дождь вроде закончился. Но он так и будет сейчас моросить. Вон, все обтянуто, затянуто. Все в тучах. Ну, вчера проехали довольно-таки большой такой поселок. Прям районный центр такой здоровый. Какой-то лицей тут есть. Или колледж. Что-то прям хорошо. Или 2 их тут. Ну, короче, здорово. Магазинов полно. Всего полно. С молодыми людьми, они по работе сюда приехали с Якутска. Вот. Говорит, первый раз тоже в этой стране по Якутии катаются, но сюда что-то первый раз их занесло по работе. Вот. Заселились, они прям передо мной. Пойдемте есть. Я говорю, ну пойдемте. Съездили туда на въезде в этот поселок. В столовку круглосуточную, ну, для дальнобойщиков. Перекусили, все. Отлично. Поболтали, поговорили. Интересно. Хорошие ребята. Вот. И сегодня утром они вот сейчас по соседним деревням тут, по ближайшим, мотаться будут. Ну, а я с утра выглянул в окно, дождь, переоделся. Вот так это выглядит все. Сапоги, куртка. Ну, думаю, так поеду. Что теперь? Ну, самочувствие получше. Получше. Сегодня, думаю, километров 35 там до соседней деревни Уолба. До Уолбы доеду и там, наверное, заночую. А на следующий день уже до переправы. До переправы и на тот берег Алдан проедем и будет видно. Так, ну где-то аптека не подскажете где? Вот это и есть. Все, слона-то я и не заметил. Аптечный пункт Панацея. Мне сюда. Ну вот, зашел в аптеку. Да хлордексидина взял. Тут иду. Сейчас, думаю, в кафешку загляну куда-нибудь. Что-нибудь съем. Вот памятник. Ну, не знаю, как в 17 году что-то было написано. Кто-то из местных. Ну что, такой вот поселочек. Отлично. А вон
Татинский лицей имени Мардинова. Ну, здоровое здание. Все веселенькое. В расцветочке такой. Вон там домики тоже интересные. Ну, в общем, хорошие. Блин, да Кёльн молодец. Мне нравится. Погода только так себе. Не больно охота ехать в дождь. Но вариантов нет. Так, а здесь еще у нас Тата, народный театр. Пойдем в обход. Что-то я не хочу близко идти. Ну, вот. Вот. Тата. Тут будут игры у них народные. 14 дней. Дошел я до муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества. Доска памятная. Ну, говорит, здесь должна быть столовая. Сейчас посмотрим. Есть ли тут что-нибудь у них. Ого. Здравствуйте. Так, столовка закрыта с 11 или с 12 работает. Тут поесть не удалось. Пойдем дальше. О, цветочки. Ну, проходы у них такие вот, да, змейкой надо идти. Змейкой ходишь, и все получается. Хоп, хоп, хоп. И тут куча машин. О. Ну вот, идем в соседнюю столовку. Ну вот, взял я лагманчик, поджарку с овощами, картошка, сок. Вот такая кафешечка. Тут игровая зона для детишек. Здорово. Ну а тут столики, прилавочек. В общем, вот так вот. Хорошо, мне нравится. Будем есть. Перекусил. Иду в гостиницу. А тут он торговый центр. 1, 2, 3. Туйгун, Уйгу, Махтал. Ну, как-то вот так. Ну, нормально. И так вроде прохладный, ветерок холодноватый. Солнышко бы чуть-чуть вышло, было бы хорошо. Не знаю, что там сейчас на дороге поеду. Месиво должно быть не очень большое. Но разберемся. Да, домики вот на сваях. С рисуночками. В общем, разное жилье. Ну, а я потихоньку выезжаю на выезд по прямой 34 километра, 33-32. В общем, вот так вот. До Уолбы. Последний поселок до Алдана. Прям малюсенький. Ну, сегодня, наверное, до него только. Если все нормально будет. Поедем. Выезжаю с Этекюэля. Мостик. Надпись. И вот тут буквально последних несколько домов. Все. Ну, дорога вот такая. Сейчас более-менее. То была вот гребенка. Это стиральная доска. Прям где они есть, везде. На всю ширину. Вот здесь сейчас хорошо, прям ровненько. Отлично. Ну, а то вот такая она. Да-да-да, потрясывает. Ладно, 30 километров осталось. Уолба. О, выехал. А тут он опять очередное стадо. И коровки, и лошадки пасутся на самовыпасе. Да и никто вас тут не гоняет. Вон уже ребятки. Угу.
Спокойно. Склифосовский. Да, лошадки. Вот она, федеральная трасса. Ну, попались несколько машин и навстречу, и по пути проехала. Ну, а так он болотце по бокам. Знаки он еще есть, попадаются. Ветра нет практически. Так, ехать хорошо. Не жарко, не холодно. Но я, правда, вспотел все равно весь. Мокрющий. Фу. Вчера пить хотелось, пил. Вот и компот. Сок. Ой, воды. Ну, сначала воды. Потом все остальное. Короче, хорошенько жажду утолил вчера. Вот сегодня выходит лишняя водичка. Ну, ехать нормально. Оно вот укатано все. Прям хорошо. Ну, бывают участочки. Ну, трясет постоянно, но не сильно. Вон чайка сидит еще одна. Да, чайка полно. Он проехал 15. Вот на небольшой такой бугорочек въехал. Вот. Так, у них тут болотце. Там лесок. Ну как лесок? Тайга. Лесок. Ну и здесь также. О, машинки попадаются. Прям хорошо. Это прям то, что нужно. Вот немножко открытого места. А здесь Тастаах. Понимаю, памятник. Кому-то не буду подъезжать, да и нету подъезда здесь. Вот. Ну а виды вот такие. Там птички. Лес горелый. Ну. Так. Речка Нимеде. Вот такая маленькая, он петляет. Туда он уходит. Вон туда. Ну, спокойные. Гор нет. Еле текут. Хорошо. Прохладно, прям здорово. Вот яйца. Замечательно. О, отлично. Дышится легко. Только нагрузка, да, чувствуется. Отдышать приятно. Прохладный воздух. Здорово. Так, проехал 20 километров, еще 14 или 13, ну где-то вот в этих пределах. 2 часа еду. Ну да, 10 километров в час, чуть меньше 10. Вот это будет пока моя скорость такая на равнине. Там в горах не знаю, что пойдут горы, когда. Неизвестно. Ну а здесь, да, вот 10 км едешь, спокойненько наслаждаешься природой, воздухом. Да, вчера было очень жарко. Сегодня хорошо. О, машинка едет навстречу. Замечательно. Каждой машине рад.
Ну вот, сыроюшки такие. Под углом стены стоят. Ну и мешочки вон для дороги. Вот этот цемент дорожный, я так понимаю. Его на укрепление, на улучшение дорог. Хорошо. Так, речка Нёгюёте. Ну, они такие, да, стоячие. Стоячие, вялотекущие. Нет, он, хотя тут он из трубы прям бурлит. Он прям бьет ключом. Нёгюёте. Да. Такой моросит дождичек немножко. Мелкий. Но чуть сильнее, чуть слабее. Ехать приятно, когда он не сильно моросит. А вон, на луже видно. Но он сейчас усилился маленько прям. Что-то неохота куртку одевать, а похоже надо. Так, 26 проехал. Сейчас будет 27. И останется 6 километров. Примерно. Да, такая вот природа. Погода. О, и машинка опять. Здорово. Сегодня дождичком всю пыль прибило, смочило. Класс, они едут, никакой пыли. Не то, что вчера. Велосипед прилег. Полежать. А тут избушка. Ионов Всеволод Михайлович. Этнограф, педагог, политсыльный с 1883 по 1890 год жил. Интересненько. Так. Объект культурного наследия муниципального значения. Дом, где жил политсыльный этнограф Ионов Всеволод Михайлович и его супруга Мария Николаевна Андросова-Ионова. Создали в 883-м. Охраняется государством. 1883-м. Первая якутская женщина-ученая Мария Николаевна Андросова-Ионова с мужем политсыльным, просветителем якутского народа Всеволодом Михайловичем Ионовым. Вот. Вот тут они и жили. Да. Так себе скажем. Вон там пойду зайду. О. Че, комарье, мошкара, все летает. Вот. Машинка едет хорошо. Оп. Ай. Так. Оп, оп. Ну давай. Угу. Дверка. Ну вот. Это вместо табуретки. Столик, окошечки. Ну да. Такая вот избушка. Ладно, избушку на клюшку. Все, закрыли. Пошли на выход. О, смородинка скоро будет, пока зелененькая. Ладно. Ой. Раз, два. Ну вот. Посмотрели. Вон еще табуретка одна. Фух, хорошо. Так, кругом смородина.
Доехал до Волбы. Ну, она там дальше сама, деревенька-то, пока вот разруха за знаком за этим. Ой. Ну, речка течет, да. Опять же стада. Все, ничего не меняется здесь. Ну вот, разруха. Тут одиночный какой-то маленький сарайчик. Балаганы или как у них тут это называется, не знаю. А тут вот здоровые. Раз, два, три, четыре. Прям больших. Ну тоже все разрушено. Вон лошадки там ходят сами, пасутся. Так, в деревню. А вот деревушка. Туда. Ну сколько? С километра, наверное, туда ехать. А вот повторно Волба. Ну, вышка и есть самое главное. Вот Волба. Вон кафешечка. Не знаю, что тут тишина. Ну и деревенька. Все, останавливаешься, мошка пошла. Вон. Комары, ну, мошка. Беда прям. Начинается. Ну вот, заехал в Волбу. Так потихонечку вон. Домики разные. Трактора. Почти у каждого двора стоят. Ну да, вот так у них строят. С таким вот наклоном стены. Большая деревня-то. О, собака есть, проснулась. Учуяла. О, обелиск. Ага. Сейчас доедем. Ну тихо, как везде. Все на работе либо спят. Ай. Ну, в деревню заезжаешь. Тишина. Кто, где, чего? Никого не найти. Не найти. Ага, пушка. Ну так вот прям. Хорошо, красиво. Качественно. Так, ну а мы сейчас магазинчик посмотрим. Ну вот детский городок. Качельки, горка, теремок. И рядом футбольное поле небольшое. Вон мяч лежит. Пинать некому. Так. Ну а мы сюда повернем. Вот следом за машиной. Ну что-то я всю деревню уже проехал. Всю деревню. Здравствуйте, а где магазинчик у вас? Магазинчик? Ага. Так, сейчас, О. по этой дороге идите, Ага. затем налево. Далеко? Недалеко. 100 метров. Все, благодарю. Оп. Так. По этой дороге слева будет. Ну, найдем сейчас. Ну, наверное, где-то вот здесь. Вот этот желтенький, наверное. Так. Сайдам.
Ну, и куда? А, вон еще местный житель идет. Сейчас мы уточним. Что тут и как? Здравствуйте. А где магазин? Ага, благодарю. Вот я почти. Ну, это не 100 метров, конечно. Но да, по якутским меркам это все недалеко, все близко. Тут все рукой подать. Ну, где-то здесь. Это что, школа, что ли? Угу, наверное. Так. Да. Выпуск 2020. Чу-чу-чу-чу-чу. Так. О. Оп. Приехали. Паркуемся. Да, тут велосипеда видно никак. Тут он парочку стоит. Тут вон. Интересно, интересно. Магазин вот. Оба. На резиночке. Ага. Тут заколочена дверка. О. Так. Выпуск 2007, что ли? 100 лет в школе, ого-го. Ну вот такое приветствие. Резные. Ну, крылечко, да, конечно, старенькое. Ну, ходить можно. Я вот зашел. Все открывается. Никуда. Туда, вовнутрь. Фу. Так, вон площадка спортивная. Карусельки. Полоса препятствий. 2001 год выпуск. Скамеечку поставил. Хорошо. В 907 школа основана. Так, ну тут Калинин, кто-то еще, не по-русски. Вот тут все. Ага. Ну, в общем, вот так. Да. Полба. Пошли в магазин. О, выпуск 2005. Вон написано. Вырезано из дерева. А это там. Да. Оп. Зашел в магазин. Да, купил водички, маленькую баночку попил. С хозяйкой разговорился, Татьяна. Поговорили, рассказала, что, как, куда. Ну вот, возможно, остановлюсь у них дома. Сейчас работу она закончит. Муж приедет с сыном. И, наверное, к ним предложила. Можете, говорит, у меня остановиться. Ну, не знаю. Попробуем. Лучший вариант прям вообще будет. Я говорю, что здесь у вас есть? Говорит, а вот можете на Курган сходить. Ну, школа, да, вот это не рабочая уже. А вот это вот желтенькая, я так понимаю, рабочая школа. Вот, должна быть. Вот здесь. О, Александр. Вот. День добрый. Местный житель, да. Милому человеку, который держит путь далеко, издалека. Сейчас проведут небольшую экскурсию. Чуть расскажут про... Это новая школа, да? Это школа высшего класса, надо сказать, шестого класса.
А начальная где? А начальная вон она стоит. А, вот рядышком. А вот это двухэтажное здание по аварийности было Закрыто? Приостановлено. Да. Мгм. Ну, я посмотрел, почитал. Но Почитал, посмотрел. это школа, вот эта школа, и в старину здесь школа была, да? Мгм. Имени Владимира Ильича Ульянова Ленина. Мгм. Я смотрел, вы на этом, как в ГИС-2. В ГИС-2, да? По- по- Да. Поисковики, да? Ну, И школа Ленина. одна единственная, по крайней мере, в России, даже в Ульяновске Ага. и переименовали на Симбирск. И закрыли школу имени Владимира Ильича Ленина. Мгм. И кем переименовали, я не знаю. А это что, сейчас также именуется именем Да. Ленина, да? И да, точно. Ой, здорово. Что за курган у вас, чему посвящен? Вот этот курган, раньше здесь большое озеро было, да? Джамкюдайское озеро было. Где? Вот тут все было озеро. Вот это все. Да, вот это все было озеро. И в старину она во время стужи и зимой она как бы взорвалась, поднялась все на дыбы, и все шуга пошла, торосы появились. И она ушла в Татту, в реку Татту. И это остатки остались, что ли, Вот это, от озера? это озеро не остаток, а это уже, как бы сказать, исконное место нашего озера. Но сейчас она Лубнинское озеро называется. А вот тут наш курган, это наш геральдический герб. Мгм. Это Чё это? свидетельство лицо нашего населения. Села. Мгм. Вот так. А вот там видели, памятники видели? Да. Мемориал. Мемориал. Мгм. И Видел. стеллы здесь имеются, скверы. Вот как делаешь поворот зигзаг, там стеллы, два стеллы. Ну, я вот по дороге проехал, вот по главной. Всё. Но, Что увидел, то увидел. а там Только- вот, 3 знаменательных места. Еще одно место было по дороге, когда ехали, поблизости, не доезжая села Олба, не заметили избушку справа, маленькую? Я был, заходил. Заходил. Мгм. Сфотографировали? Ну, я заснял. Ну, снял. Мгм. Это наше самое сакральное место, да, насчет образования, знания и насчет... Там женщина-ученая, я так там прочитал. Она ученый в какой области? Ученая по этнографии, по Этнография. фольклору, по житие, ну, как Мгм. бы сказать, она ученую степень защитила в крайнем севере, где Мгм. где лето очень короткое и солнце низкое, она защитила степень по, как сказать, по укреплению здоровья в зимнее время, Ага. по выращиванию высоковитаминных овощей, плодов, картошки, всем прочее. Понятно. Почему 72? В 1972 году поставили Ага. в честь 50-летия, вон там, создания Якутской автономной Советской Социалистической Республики. 50 лет. Вот. Ага. А вот, значит, в 2022 году этому монументу уже будет 50 лет. Мгм. И 100 лет создания АССР. Да, это я видел, читал. 100 лет. Фу, посидеть можно. Ой, как хорошо. Вот озеро-то оно, да? Да. Наше озеро. Ну да, вид 17 хороший. гектаров, 2 лимона чистой воды. И по окружности есть дамба около 3 километров для Мгм. как бы сохранения уровня воды. Ясно. Хорошо. Получилось. Так, а у вас замы есть? Есть, Есть и замы? да. Ладно, поселение. А еще... Ну, одно оно, да? То есть Ну, одно. больше никаких на выездах, ничего там, хуторов нету. Нет. Нет. Летники есть, а старые летники тоже сейчас Мгм. не работают. Мы занимаемся сельским Вот, хозяйством. вот, вот. Чем народ живет, хотел Сельским узнать. хозяйством занимаемся. Сельское хозяйство? Да. Ну, вот эти вот кони ходят, да? Кони это и частные есть, и сельскохозяйственного кооператива. Просто я когда Волга. въехал, там эти, ну, старые развалины вот эти стоят. Да. Это
как бы истоки Ну, я говорю, Советского Союза. Да-да-да, Да. с тех времен они видно, Да. там все Но валются. сейчас... А сейчас что? Ну, хочу назад в СССР не надо петь. Ой, прикольно, да. А народ чем еще живет? Что-то сеете, нет? Нет, Здесь же у мерзлота нас, же кругом, да? Или как оно тут у вас? вот когда, Или вот кости, когда или идете, да, пашете? или под Тугис, или карту, советской карты, либо карту забьете, Мгм. за речкой у нас около 900 гектаров пашни. Так. И что там? Всего здесь угодий около 3000 гектаров. Это по нашему УЛУСу самые большие участки угодий имеются. Мгм. Около 1200 гектаров пашен обработанных в советское время, и некоторые до сих пор функционируют. А нынче мы уже по воссозданию этих земель СКПК Волба начинает около 400 гектаров земли обрабатывает. Мгм. Вот вчера погрузили новый трактор с оборудованием, да, агрегатом, и сюда уже едет. Через неделю здесь прибудет и переедет через речку и начнет работать. А что слабо? Что будут сажать? Зерно, хлеб. Ну, хлеб. Но пока Успевает, Нынче- созревает? сейчас эта посадка не успеет, она Не, пойдет ну понятно в этом на году. силос, на сенаж пойдет. Что вырастет, то вырастет. Да, нормально будет. Мгм. И когда вы ехали, с левой стороны, там 100-гектарное место, это, оттуда в прошлом году получили, ребята вырастили и оттуда изготовили больше 1200 тонн. 1200 тонн. Для нас нормально, слабо. А в этом в следующем месяце по открытии... Ну вот. Олбинская средняя общеобразовательная школа имени Владимира Ильича Ленина. Муниципальный район, Татинский УЛУС, Республика Саха-Якутия. Вот так вот. Тут учатся. Сейчас тут лагерь у них летний для детишек. А там бюст Вот. стоит хороший, не зайдешь? Так. Даже не постучим. Ну-ка зайдем вовнутрь, посмотрим, как у них. Вот. Приемная. Вот бюст Владимира Ильича. Ленин. Угу. Вот. Вот это все 1907 года, да? А, ну вот она первая школа, да? Ну, Вот. первая школа. Ага. 1907 года. Первая школа. И про Отлично. Всеволода Михайловича вот Ионова, который шел, да? Угу. Он здесь прибыл в 1884 году. Угу. А его наш богатый бай призвал в Сустату, да, чтобы жить здесь. И подготовил ему домик, срубил, да, и его организовал деятельность учебного цикла, да. Его первая ученица его, вот наша Мария Николаевна Андросова, Ионова, 4 года отучилась и на 4-м году вышла замуж. И родила для своего Всеволода, да, 2 сына, 2 дочери. Угу. И они перебрались в 1910 году по прощению Всеволода Михайловича, который женился на инородке, и перебрались в центральную усадьбу в Санкт-Петербурге. У них сейчас там библиотека и все прочие документы, которые 20 томов этих работ хранят собрание. Нынче наша делегация туда ездила и привезла очень много дорогих материалов. Вот так. Вот, да. Значит, здорово. вот эта первая школа, которая там стоит, да, в 1887 году начала свою деятельность. Чтобы мы были образованные, интеллигентные и как... Вот. Поговорили с главой УЛУСа местного. Так, ну что, зайдем вовнутрь, посмотрим, что тут.
Так, ну чё, Татьяна меня довела, вот здесь я буду жить, потом покажу, пойду я за водичкой. У них тоже вода ледниковая, изо льда, зимой заготавливают, и вот на весь сезон вода тает, и, ну, большое хозяйство, да, прям много всего. Вот, построек прям куча. Ну, вот здесь питьевая водичка. Сейчас я наберу. Давай. Набирайся, вода. Ледниковая. Чистый лед. Растаявший. Так. Ну, а сегодня я буду жить здесь. Так, водичка. Давай постой пока. Вот тут я сейчас коробочки вот эти уберу. И вот на этом диванчике сегодня переночую. Ну что, тут печка есть у них. Ну, с их морозами под 50, под 60 градусов. Сейчас он глава рассказывал. Говорит, у них тут 62, 65 ночью. По ночам. Вот, говорит, эти дальнобойщики не ездят, боятся. Едут днем, когда 57, 56. Вот. Ну, ладненько. Короче, все нормально. Люди добрые, гостеприимные. Якутия меня радует. Ну, а Вел вот здесь в сарайке будет стоять. Потихонечку. До утра. Отлично. Сейчас чуть-чуть с него разгружу. Что мне? Да мне ничего и не надо, в общем-то. Но все равно. Что-нибудь разгрузим. Так, пошли обратно в магазинчик. За чайником. Сейчас чайник Татьяна даст. И можно чаи гонять.